Привет, друзья! Салем Дастар, меня зовут Туяра, и я из Якутии, живу в городе Алматы. Я часто слышала, что от Алматы до гор рукой подать. Решила проверить сама. Села на обычный автобус и всего через 45 минут оказалась прямо в горах. Да, без машины, без такси, просто я, рюкзак и маршрут. Хотите узнать, как это было? Поехали со мной. В жизни столько всего происходит, и хорошего, и не очень приятного, но все же это был прекрасный способ уйти от всего. Я ушла в горы одна, без спешки, связь была, ну, можно сказать, бесплатно, однако я хотела всегда уйти вот так в горы, и в этот раз обязательно искупаться на термальном источнике, в пятый раз пройти ступеньки здоровья, их 842 штуки, и обязательно попить кофе на высоте и поиграть на хамусе именно в горах. Когда я первый раз собралась в горы, это было именно в Горельнике. Я прям готовилась, как на поход, что там ничего не будет, настраивала себя, что там это бездорожье какое-то. Я реально думала, что я буду лазать по горам, хватаясь за ветки, за траву, но оказалось, что показалось. Я была в шоке. И каждый раз, когда я поднимаюсь на Горельник, я вижу, как здесь все обустраивается, все для людей, очень комфортно, очень красиво и продумано. И главное, каждый раз становится все лучше и лучше, реально. Я последний раз была на Горельнике в сентябре, 1 сентября я отмечала день рождения здесь, и с тех пор вот первый раз вернулась. Реально, тут все иначе, столько новых маршрутов появилось, и стало еще лучше, еще красивее. И даже по вечерам стало, говорят, я видела разные видео в Инстаграме, и стало действительно очень классно. В Горельнике я люблю брать кофе, и обязательно вот здесь нужно поесть плова. Но в этот раз я взяла еду с собой и взяла только кофе. И у меня обед случился с прекрасным видом. Кстати, в Горельник можно подниматься не только в 7 утра. Кстати, в 7 утра тут здесь всегда бывает полная посадка. Можно и после обеда, и в обед, как я, например, прийти. Здесь всегда очень многолюдно и классно. Тут не только чтобы классно было, да, я обычно хожу в самое известное и популярное место, кафешка, Апа Катя называется, но кроме нее здесь появилось еще очень много других классных мест. Здесь все прям обустроено, и хороший туалет, и руки помыть с красивым видом, все здесь очень чисто, опрятно и комфортно, связь везде ловит, горячий американо, хочешь раф, кофе. И вот видите, ребят, столько всего тут прям постоянно что-то строят, что-то делают, поэтому для всех людей здесь прям комфортно, можно и с детьми ходить, можно тут встретить и бабушек, и дедушек, прям классное место недалеко от Алматы. Так, ребята, я в этот раз же пришла с планом, взяла с собой купальник и приехала искупаться на таких термальных источниках прямо на горе. Здесь на высоте 1901 метра от уровня моря можно провести классное время. То есть вы спотели после хайкинга, и можно окунуться в вот такую ледяную прорубь, ну не прорубь, в чан с холодной водой и с теплой водой. Здесь, конечно, в летний день не сильно заметно, какая температура воды. Конечно же, лучше там, например, зимой прийти, и когда все это в снегу, окунуться в теплый чан.
и поваляться с прекрасным видом на горы, и отдохнуть, и оздоровиться, и вообще классно. Поэтому я сегодня поставила наконец-то жирную галочку о том, что я искупалась в термальных источниках с красивым видом в Алматы, а именно в горе Илики. Это все рядышком стоит, то есть можно попить кофе, спуститься, окунуться в термальные источники и подняться. Ну или же можно еще дальше пойти пешком до Шамбулака. Виды там очень красивые, просто потрясающие. Также по дороге я нашла совершенно новое заведение. Я туда еще вернусь и покажу, что внутри. Мне нравится то, что в Алматы можно в горах отдыхать на любой вкус и кошелек. Можно вот так же, как я, приехать на автобусе, можно на машине, или же вот покататься на фуникулерах, или же воспользоваться услугами такси местного. Оно особенное, здесь не хотят загрязнять воздух, поэтому такси ездит на электрокарах и всех возят, и очень комфортные условия здесь. Можно ходить пешком, можно вот также на такси, или же посмотреть по дороге, как живут люди в горах. Здесь люди реально живут, есть не только гостиницы, кафе и гостевые домики, и можно посмотреть просто, как живут местные люди. Кстати, здесь очень много новых мест открывается. Я сегодня проходила мимо случайно вот этого прекрасного комплекса. Мне провели такую экскурсию, показали, какие у них классные домики. Я зашла и немножко сняла все это. Здесь есть также возможность не только вот снять домик, но и прогуляться. Есть классная кафешка, ресторан, все. В этом плане очень комфортно отдыхать в Алматы. Вообще все возможно здесь найти, и с каждым годом выбор еще становится больше, красоты еще больше, поэтому мне прям нравится жить в Алматы, и когда есть возможность ездить в горы. Еще мне понравилось в этот раз ходить в горы одной, вообще классно, никого не жду, или могу тут где-то посидеть подольше, подумать, полюбоваться красотами. И действительно человек может отдыхать только на природе. И самое это лучшее, что и удобное, то, что эта природа рядом с тобой, и не надо тратить много сил, эмоций и времени, чтобы добраться до природы. Этот хайкинг был мне очень нужен сегодня, и я рада была с вами разделить это свое мини-путешествие, сыграть на хомусе. И если вам понравилось это видео, пожалуйста, подписывайтесь, лайкайте и оставляйте комментарии. Рахмет!